Всем привет, друзья! Сегодня 6 июля, а это значит, что мы не можем находиться ни в каком другом месте, кроме как в кинотеатре Cinema Center на премьере фильма «Человек-паук. Возвращение домой». Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам немножко про фильм Spider-Man The Homecoming. Вообще, Spider-Man — это такой своеобразный рекордсмен по количеству экранизаций. В оригинале фильм называется The Homecoming, что официально перевели как «Возвращение домой». Несмотря на то, что дословно это верный перевод, на этом можно было бы сказать спасибо, потому что наши переводчики очень любят всякую отсебятину иногда пихать в название фильмов. Не совсем точно это описывает то, о чем фильм, потому что Питер Паркер также живет с тетей Мэй, и, в общем-то, он никуда глобально не уезжает, чтобы в конце концов вернуться домой. А на самом деле это отсылка к такой американской традиции, которая называется The Homecoming. Это когда выпускники школ или институтов возвращаются обратно в стены Альма-Матер, всякие празднования по этому поводу происходят и так далее. А, кстати говоря, те, кто еще не выбрал свою Альма-Матер, могут ее выбрать, и выбрать самый правильный путь. Традиция The Homecoming, когда выпускники возвращаются в родные пенаты, в родную Альма-Матер, оно больше подходит, вот, собственно, к сюжету фильма о Человеке-пауке. Маленький спойлер. Питер Паркер, очевидно, разрывается между своей новой ролью как супергероя и тем, что он все еще простой школьник. И вот, в конце концов, он делает такой правильный, опять-таки, выбор и решает закончить среднее образование и впоследствии получить высшее. На главную роль был выбран британский актер Том Холланд, который как нельзя лучше подходит на роль Человека-паука, потому что Том Холланд танцор, грация, пластика, физические данные прекрасно подходят вот на роль Питера Паркера. 3, 2, 1. Режиссер фильма Джон Уотс не был до этого задействован в каких-то крупных проектах. Очень интересный факт: перед началом съемок взял всю съемочную группу и усадил их смотреть фильмы Джона Хьюза. Это «Клуб завтрак», «Выходной день» Ферриса Бьюллера и так далее. Именно для того, чтобы вся съемочная группа прониклась вот этим духом подросткового кино. А истинный мастер подросткового кино — это как раз-таки Джон Хьюз. Мой кредит доверия после того, как я узнал этот факт, многократно возрос. Этот фильм — яркий представитель новой кинематографической вселенной Marvel, где только начинают зарождаться некие каноны. И уже сейчас можно утверждать, что киновселенная Marvel является таким смешением золотой эры классических комиксов и вселенной Marvel Ultimate. Здесь появляется персонаж Дональда Гловера, который говорит то, что у меня здесь племянник в этом районе растет, поэтому я не хочу, чтобы здесь торговали оружием. Племянник вот этого персонажа — это Майлз Моралес, Человек-паук из вселенной Marvel Ultimate. Кстати говоря, друг Питера Паркера, его главный помощник в фильме, также является, по сути дела, заимствованием из вселенной Marvel Ultimate. Здесь есть достаточно сильное отхождение от золотого канона Человека-паука. Все персонажи немножко переделаны, переиначены. Пока это не видно по Питеру Паркеру, но уже по тетушке Мэй все понимают, что вот это что-то другое. Мы этого еще не видели. Да, тетя Мэй теперь не милая старушка, которую мы привыкли видеть, а такая знойная латиноамериканская женщина. Там очень много вот таких шуток про тетю Мэй, про то, что она... Вообще, я для себя давно отметил 3 проблемы, которые часто возникают у супергеройских фильмов. Первая проблема часто заключается в костюме. Комиксы изначально не были предназначены для экранизации, поэтому у художников была цель сделать супергероев яркими. И вот интересно, что Человек-паук со своим красно-синим костюмом смотрится вполне органично. Но если бы Тор также бегал в своем шлеме с крылышками, это было бы странно. А Человек-паук нет, ему нормально. Такое приятное исключение, у которого оригинальный костюм из Золотого века смотрится не противоестественно. Вторая проблема, которую я постоянно отмечаю, это связано с тем, что постоянно перезапускают фильмы, игры про классических супергероев и постоянно втыкают origin story, то есть историю становления персонажа. Особенно в Бэтмене. Можно было бы всегда это как-то подать по-другому или сократить, или я не знаю. Но, в общем, большой плюс фильма «Человек-паук. Возвращение домой» то, что там нету истории становления Человека-паука, нету этого идиотского радиоактивного паука, который кусает Питера Паркера, и он потом начинает: о боже, я могу стрелять белой какой-то слизью. И вот такая вот странная метафора моей подростковой жизни.
Третья проблема, которую я бы сказал, особенно связана с оригинальным Человеком-пауком, это злодеи. Так как золотая эра комиксов это примерно середина 20 века, злодеи в комиксах обычно идиотские. Там есть такие персонажи, как Человек со львом на груди, Человек-песок, Мужик в костюме Скорпиона, Мужик в костюме носорога и много других очень странных злодеев. И среди них Стервятник занимает далеко не самое последнее место по нелепости. Стервятник — это в оригинале человек, который нашел сыворотку молодости и почему-то решил наряжаться в костюм пернатой птицы. Стервятник в новом фильме «Человек-паук. Возвращение домой» просто шикарен. Во-первых, конечно же, потому что его играет Майкл Китон. Актер такого уровня, ну, на данный момент, согласился вновь играть в фильме по комиксам. И, конечно, его актерский талант там раскрывается. Не скажу, что там, конечно, какие-то гамлетовские страсти, но когда Стервятник появляется в полном облачении, со светящимися глазами, он реально пугает. Школьник в костюме Человека-паука выглядит, конечно, по сравнению с ним действительно так несоизмеримо меньше. Стервятник здесь, в этом фильме, классный, еще и потому, что у него есть мотивация. Он не просто какой-то там маньяк-социопат, он отец семейства, который лишился работы, а в Америке, если ты лишаешься работы, это означает, что ты лишаешься медицинской страховки, недвижимости, так как там все в кредитно-залоговых отношениях. Многие начинают на форумах сейчас говорить, вот какая-то мотивация, потерял работу и пошел. На самом деле нет. Во-первых, Стервятник там изначально не хочет никого убивать, он просто хочет прокормить свою семью. Вот этот образ такого сурового работяги, он очень подкупает, потому что это, наверное, последний образ, который ты ожидаешь увидеть в роли злодея. Но, тем не менее, сам Человек-паук здесь абсолютно шикарен, несмотря на то, что он здесь еще школьник. Он больше или не уверен в своих силах, или, наоборот, другая крайность, он восторжен от того, вау, ничего себе, Мстители, ой, что происходит. Многие отмечают, что действительно этот фильм вытягивает больше не экшен-моменты, а именно то, что это хороший подростковый фильм про нормального подростка. Абсолютно легко можно себя ассоциировать с главным героем, и это, конечно, очень здорово. В общем и целом, очень крепко сбитый, очень хороший фильм, где между актерами есть химия, где нету откровенных дыр в сюжете. Роберт Дауни-младший, который появляется в кадре, никак не перетягивает на себя внимание, это большой плюс. Фильм очень тепло воспринят критикой, а это значит, что мы в скором времени увидим продолжение. Да, Человеку-пауку быть. Alright. Очень интересный момент, что все люди знают, что в каждом фильме Marvel после титров идут дополнительные материалы, и меня удивляет, что люди продолжают уходить из кинотеатра. То есть только начинаются титры, люди встают, начинают уходить, даже свет уже не включают. Специально проматывают титры, чтобы вам не пришлось долго сидеть. Почему люди продолжают уходить из зрительного зала, для меня это очень большой секрет. Если вы что-то знаете об этом, напишите мне в комментариях, я хотел бы узнать, что происходит. Ну и напишите, какие еще обзоры вы бы хотели посмотреть. Не обязательно из премьер, может быть, что-то из классического или независимого кино, или из артхауса. Вы хотели бы, чтобы я обозрел? Пожалуйста, только не артхаус. Жанровое кино спасет мир. Всем мир. На этом у меня все. Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во FCM. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.